Вот, приехал Вован, мой старый друган. Вован мне помог с впиской когда-то, еще в Семипалатинске. Вот сейчас он едет в Семипалатинск, как раз в Казахстан. Да, Вот он, я думаю, он недавно мне писал, только, говорит, с Кировской области, там неделя, наверное, не прошло. Он говорит, в Кировской области. Я думаю, ой, ну что, ехать ему. А он, оказывается, на электробайке едет. Классно. Он говорит, по 400, говорит, да, километров в день. Ну до 400. Офигеть. Ну, 400, если 400 ехать, надо морально готовиться, потому что это много. Вообще обалдеть. Вообще было просто. максимум 360. Но был запас еще, может быть, даже больше. И средняя скорость какая у тебя? 33-35. 33, нормально. Средняя. Ага. Так надо давить 40, 42, ну 50 на втором аккумуляторе. Если ветер, да, еще позволяет, нормально. А ветер, ну, в принципе, он справляется с ветром. Педаль. Ну, отлично вообще. То есть нормально. Да нет. Знаешь, как электробайк пришел, я ж походу ходил. Все, мы уже собрались, вон выгружаемся сейчас. Вован пошел. Уже вещи мы спустили. Остался велик и все, да? Точно? Точно все взяли? Ну все. Спасибо этому дому. Все закрыли, все краны? Все, можешь это спускать. Все, ключи отдали. Сейчас едем дальше. Вован, говорит, нас проводить хочет на своем электробайке. Сейчас упилит куда-нибудь, опять. Пока на тормоз нажмет, уже в Тюмени будет, да? Ну, пролетел. Понты святое. Вот классный подъезд. Разрисован, ну, погодишками. Ну вот Никита с Настей выезжают постепенно из дворов, из разбитых дворов Омска. Надеюсь, недолго они будут разбитые, но тем не менее. На улице плюс 29, ветер им попутный. Вот, может быть, они сегодня сделают свой небольшой рекордик, будем надеяться. Прямо едем.
ехать? Отлично. Она ж только началась. Вот потому и отлично. Сможешь что сказать сегодня вечером? Ну, думаю, сегодня да. Если каждый день ехать очень много, тогда нет. Хотя посмотрим. Ладно. Ну, мы доехали до развилки. Вован сейчас едет в другую сторону, на Казахстан уже. А мы на север, северо-запад. Откуда он приехал как раз сейчас. Вот. Все, Всё. счастливого пути. Да. Было очень рад познакомиться. Ну, Наконец-то уже. пообщались вживую. Да, наконец-то вживую пообщались. Думал, будет где-нибудь поближе, где-нибудь в Чебоксарах. Нет, хотя бы здесь, потому что я бы до Новосиба дальше бы уже не доехал, к сожалению. Ну, Ничего. хорошо, что именно здесь. Тебе давай удачи, хороших аккумуляторов. Вот. Да, уж не Не помешало. кончались. Вот. Все, давай, Вов. Все правильно, едем. Мы сейчас остановились покупаться, искупались. А то жарко вообще ехать, трасса вообще дурная. Четырехполосная была, опаснее, чем двухполосная. Вот реально водители вот уже много прям рядом приезжают, тут дебилов больше в Омской области. А? Обочины вообще нет, то есть полоса прям идет уже прям по грунту практически. Места нет, опасная дорога. Сегодня еще не выспались, сейчас думаем уже спать, где рядом лечь. Проехали 45 километров только. Главное, выехали из Омска, город силы забирает, спать невозможно, недосыпы. В общем, надо выспаться и завтра с утра пораньше постараться проснуться и ехать. Все, доброе утро. 9 утра, мы собираемся. Погода хорошая. Вчера мы легли спать вообще. Засыпались после города. Здорово. Асфальт вообще ужасный. Две полосы, обочины практически нет. Прям по линии приходится ехать. Погода хорошая. Тучки. Ветра такого нет. Сильного. Тюкалинский район. Свернули в деревню. Сейчас ищем магазин. Бекишева. Едем по улице. Что там? Вот сейчас воды набираем из колодца. Классно так. 100 лет с колодца не набирал. Я никогда не выбирала. Кошмар был, там оказывается.
До Ишима 240. В Ишиме нас уже ждут. Но уже послезавтра вечером, наверное, будем. Сейчас половину уже проехали. Все, разожгли костер. Сейчас риса сварим. Классно. Обед. И свечку от комаров чуть-чуть. Комарышки есть, а то. Аська отстает сегодня что-то. Ветер, говорит, встречный. А у меня энергия сегодня прет. Ну вот, Тюкалинск. Даже марафет к нашему приезду делают на улицу. Уже 92 километра проехали. Едем по Тюкалинску. Люблю я по всяким мелким городишкам ездить. Ничего интересного, конечно, но все-таки есть какая-то прелесть в них. А дороги здесь веселые вообще. Это город считается еще. Так, вот еще колодец нашли. Надо перед сном водички набрать. Перед сном всегда надо набирать. Спать мы еще не сколько просим. Да чё, почему и нет-то? Норму мы уже сегодня сделали. 4 километра осталось. Ишим 194. В принципе, можем доехать завтра. Сейчас проехать еще километров 20, чтобы было 120. И завтра останется где-то 160, 170. В принципе, возможно. Наське испытания как раз. Но если не напрягаться, то послезавтра. Все, нашли местечко. Пришлось до него, конечно, потопать, проехать по кустам, потому что там очень много комаров вообще в лесах, в березовых этих рощах. Здесь тоже есть, но мало. Там их много. Наська вон надувает матрас. Все, сейчас будем спать, отдыхать. Хорошее место. С боксом и без бокса. Ты меня архив? Ага. Точно? Вот так вот хорошо слышно. Не? Вот, а теперь попробуем вот так вот поснимать. И меня надо, чтобы было слышно. Привет. Ты мне рот снимаешь. Ну, с Настей играем сейчас в карты. Я макароны проиграла. Сидим, ну. Она уже раз 5 проигрывает, я 5 раз выигрываю подряд, никак не может меня одолеть. 3 раза. Надо вылезать, конечно, ехать уже, но что-то
затягивает эта игра. Все, выехали. Травы понабрал вон я. Втаскивать все. Едем потихонечку. Ветер плохой, ехать не дает. Да плюс еще ветром сносят от фур. Самый плохой ветер это слева. Мало того, что просто ветер сам дует, так сносит порывами от машин. Настя быстрее меня гонит. Вообще, откуда силы у нее? Из Омской области надо валить быстрее. Дорога вообще узкая стала. До границы осталось где-то 30 километров с Тюменской областью. Дай бог там будут хорошие. Ну вот, Настя говорит, дурацкий асфальт. Упала сейчас она. Асфальт и правда дебильный. Но Настя неопытная еще пока, вот и упала. Покажи ранку. Покажи ранку. Покажи ранку. Ты чё? Чё? Покажи ранку. Дай сними. Чё там? Дай я Ну, тебе, не надо его снимать. дай я тебе дам это. Йод. Ну вот хорошо отделалась еще. В какую сторону ты упала? Куда? На дорогу? Неопытная еще Наська пока. Давай, давай, ты чё как это? Сегодня, сейчас решили, в общем, на ночевку встать. 73 километра хоть проехали, ладно, бог с ними. До Ишима завтра нам 115 километров. Ну, в общем, немного, нормально. Зато сегодня нормально отдохнем. То Наська еще упала, лучше от греха подальше сейчас отдохнем. Да? Во. Место шикарное нашли. Чаем мы обеспечены. Что, вода полная? Да? Ну, тройной заварили, чтобы горло не болело. Ты его в чехол. Как замечательно, гречка сварилась. Настя вон тут бутербродов сделала. Сардельки у нас остались, их надо доедать, а то у нас уже кислинка отдают. Пожарили хлеб. Ну, пожарили. После последнего. С сосисками. Как хорошо, что у меня есть хозяйка теперь. Заведует всем. Я только костер разжигаю, вон сижу. Практически, да? Никитка еще гречку сварила. Кстати. Ну, что там, засыпать, поставить. Несложно. Без тебя было бы сложнее.
Со мной просто веселее. Все, доброе утро. Собрались, едем сейчас по полю. С ветром сегодня вроде все хорошо. Практически попутный, кажется. Это вообще замечательно. То последние дни он из нас силы выбивал. Едем. Дороги ужасные. На камеру этого не передать, просто трясет, колбасит. Быстрее бы уехать из Омской области. Еще где-то 10 километров осталось до границы с Тюменской. Вот и Тюменская область. А теперь давайте посмотрим на качество дорог. Вот Омская область, вот Тюменская область. Качество налицо. Ну что, амичи, не стыдно? Тут, конечно, все равно узковато немножко. Но ничего. Я думаю, дальше лучше будет. Вот Настенька подкатила. Сейчас нафоткаемся. Привет, Тюменской области. Покажи дорогу. Дорогу я уже снял. Короче, Тюменская область нас встречает дождем. Я как знал, надо на остановке сейчас отсидеться. Ой. И походу затяжной, и вообще просветов ничего не видно. Все, дождик вроде заканчивается. Сейчас еще посидим, потому что все равно асфальт мокрый. Научный уют. Ну, пока сидим в картишке, играем. Вот, поставили гречку, сейчас варится. Что, время не терять лишнее. В Тюменской области горки начались сразу. Вот сейчас спускаемся в долину реки Ишим. Давно я такого не видел, классно. А то все равнина да равнина. Настя тоже, он счастлива. Вот теперь дорога в кайф.
Сейчас заехали в Аббатское, надо в магазин заехать. Как вкусно пахнет здесь. И банькой, и всякой зеленью разной, съестной. Вроде село, хотя это вроде статус города, да? Но такие дороги классные. Че, может сюда? Не, давай, поехали. Может дальше. Какой-нибудь магнит надо найти. Заехали в Аббатское. Купили казинак и дождь пошел. Сейчас опять под остановкой стоим. Причем у них везде одинаковые остановки, что мы там стояли, что здесь в Аббатском. Грязнее. О, можно ехать. Нормально, дождец пошел. Ох, ядрен батон. Все, Ишимский район. Дождь идет полосами. Сейчас ветер встречный. Не сейчас вообще не везет нам с ветром пока. Все время западный, северо-западный. Юго-западный, но не помогает. Проехали 85 километров. Еще до Ишима где-то 25. Наська, он впереди. Снова дождь пошел. Настя уперла вперед. У меня что-то сила кончается. Настя, откуда энергия? Да что ж такое-то, а? Все, не можем до Ишима доехать. Тут там такое ураганище, как намечается, такие тучи страшные. Мы опять... Остановка сзади. Ну, мы сегодня опять остановку. Доехать-то осталось там 15 километров до Ишима. Просто неохота в такую бомбежку сейчас водяную попасть. Сейчас посидим чуть-чуть, а время-то уже подходит. Надо ехать. Ой, надо выключить. Что-то Ишим, походу, нам не дается. Я сейчас позвонил, нас в Ишиме Вячеслав ждет. Вот, я ему сейчас позвонил, наконец-то деньги на телефон закинул, а то я без связи был. Он, говорит, приедет, нас заберет. 15 километров, 15-20 нам не хватило. Вот сидим, будем сейчас ждать его. А то сейчас ливанет, ёшки. А? 5 раз под дождь попали. 5 раз дождик был, ну классно что. Мы уже вот сегодня 3-й остановке сидим, да, по-моему? 4-й остановки, и мы пришли к выводу, что в Тюменской области орудует банда засранцев. Везде один и тот же почерк, короче. Ладно, это буквально. Тут Ой, смотри, радуга. радуга вон. Сейчас за нами приедут, ждем.
Похолодало что-то. Ну вот, Вячеслав подъехал. Здорово. Спасибо тебе большое. Нас выручил от дождя. Оба. У тебя тут целый склад. Ничего себе. Интересно. Забыл, что, блядь, разложился маленечко машину делать. Да ничего, нормально. Нам-то места много не надо. Ну, в городах там тоже, наверное, лучше будет. Мы тоже начинали с городов. Все, Вячеслав везет нас. Ишим. Наконец-то. Я говорю, сегодня Ишим нам не дался на велике. Шим сегодня вообще не рад никому. По чё там? Он весь день с утра как зарядил с 8 где-то. Серьезно? С 9 даже. И вот он льет, прекращает, опять льет, прекращает. У нас на магазине на одном крышу сдуло. Посадки попали в дороге. Деревья повалило, остановки некоторые сдуло. Там повезло еще. Нам, да, по нам что Короче, повезло. Веселимся сегодня. Сегодня наш рекорд скорости. России. Всего лишь. Дороги, конечно, здесь намного. Когда-то написал. Конек, в принципе, непролазный после дождя. И здесь хотя бы отсыпали маленечко. Ну все, мы помылись. Наконец-то. Вот мы уже и дома. У Вячеслава и Натальи. Уже нас не первых в этом сезоне принимают. Уже и других путешественников встречали. Он борщица налили. Что надо после дороги. Карту купили туристическую, там написано, что рядом с этим Ну, старый чуть пляж. Я его нашел, мы туда забрали. все, нас уже уложили. Сейчас будем спать. Сейчас я серии загружаю сразу все. Ну все, доброе утро. Проснулись. Сейчас вон собираемся в город. Сейчас нас отвезут. Тут еще какой путешественник приехал. Трейн-путешественник. На поезде. Но велик у него ничего такой. Идиот тоже. Настя он примеряет. Ой, другие велики. Все рога попробовал. Ну, не, вот эти прикольные, да. Те маленькие какие-то у тебя. Да, маленькие. Я просто к своим длиннющим привыкла. Здесь же еще это, Угу. не знаю, уже, кажется, привыкла к этой штучке. Те, кстати, Видимо, к своим привыкаешь, и все уже приколы. вот эти хорошие грипсы. А у меня грипсы такие, вода побежит, сразу все раздеванные. Настя, ну чё ж ты, а? На работу еду. Вот я. Ходим по Ишиму. Приятный такой городок. Ветер сегодня ужасный. Хорошо, что мы сегодня отдыхаем у ребят. Так бы мы просто вообще отдыхали бы сегодня в любом случае лежали. С таким встречным ветром ехать. И отсюда мы
Вон яблочки. Наши. У нас, короче, такая тут проблема с моей сим-картой билайновской. Я с Билайном люди вообще не связывайтесь. Они обманщики, эти Билайн. Антиреклама. Я когда брал симку в Горном Алтае, мне сказали интернет, вот тариф такой-то там, интернет по всей России. А я сейчас выезжаю, я, получается, с Сибирского федерального округа мы выехали, в Уральский, заехали, и все, она не работает. То есть надо подключать дополнительные опции, там 600 рублей в месяц, короче. 900 рублей стоит сим-карта, Короче, мне там втюхать хотели какую-то, мы сейчас пошли в этот. Вся Россия ограничивается В, Сибирью. в общем, у них Сибирский федеральный округ, а мне сказали вся Россия. В общем, обманщики. Сейчас думаю в Мегафон зайти, на симку мегафоновскую взять, потому что интернет в любом случае нужен. С Билайном я ничего общего не хочу иметь уже. Да, в общем, это всероссийский сговор. Просто я не знаю, как по-другому сказать. Везде ниже 400 рублей интернет. 400, 500, а то и больше. Мобильный интернет. Какой 400? Больше даже. 500. 450 самый маленький. Это вообще просто ужас. Я не знаю, что сказать. Я, наверное, буду без интернета ездить. Это дорогой больно интернет. Раньше я за 200 рублей по всей России ездил с супербитом, каким-то там МТСовским. А сейчас 400 надо минимум. Это вообще как называть? Как людей лохарят и все терпят такое вообще, я не понимаю. Вот Ершов, писатель. Он написал «Конька Горбунька», кстати. Нам сказали, я не знал про это. Ершов Петр Павлович. Снимаю. Вот мы купили жилет светоотражающий. Вот пришли ребята в магазин. Все, я втулки здесь перебираю тут себе. Вот эта втулка уже 50 тысяч где-то проехала. Уже начала 6-й десяток. Надо перебрать уж наконец. Ну, конечно, наверное, 30 я ее не перебивал. Не перебирал. Все, перебрал втулку. Смазал, вроде все нормально. Заднюю решил я не перебирать, вроде нормально, крутанул, вроде все хорошо. Можно было бы, конечно, комплектом ее паровозом тоже поменять, да ладно, бог с ним. Вроде все нормально. С камерой разговариваю, как всегда. В другой комнате посмотри. А где Слава будет? Здесь вот Ну вот у нас здесь гости еще пришли. Нас поведать, посмотреть. Что-то эти гости Внизу еще кружка. так часто здесь, вот думаешь, они здесь уже, наверное, живут. Ничего, молодцы. Ну, не каждый же день Мне такое. иногда кажется, что они здесь